Так, ты зачем вообще на сцену вышел? Zum Pyramid Hanluruchin, но с Эром дать. Руслан Аушев махали. В смысле? Айн хуша хата олш. Все, борди, а связь жимти авол Истардон. Мани слушаешь усу камил мадия. Руслан са и шоут он болбел чайна. Духч охой сагат яшу яла цара аккурат давих париз. Цундела Русланина морально право яц духчнех и цунцей уж камелда. Цундела واسنش سياش تسويش واسنش سياش تهو واسنش سياش تعتبح نش ليوش إيش تسوي غوش دارد ليلوش همش دوش دارد تسويش عطية غوش ليه مليه قيقت دا تسحق سوسلانين ليش وجاء بقواتش نخاس وشون تون دا يوشي مخل دا تغلكح شيخ دولش تسويش همش دويش مديتلش أتسال مديتس حقه مديتس بوش دوي ويبال بات ناع دويتنس ناع خانت إعول بيخوش داكو يسويش حقياش بيخوش دخل كيسويش يات توها أبيتي خبوي بالت بيز بيخوش عايزات خشلوي тут это делали от езгаз уезда. Я говорю, что территория Ингушетии и власти Ингушетии, по сути, покровительствуют тем сепаратистам, которых мы не успели додавить Чеченской Республике. Вы Путину это сказали? Я думаю, что при нашей встрече... Генералы российские закрыли границу, по приказанию Аушева лично ее открыли. уже شكر قوتشلات بوش كاتشن ومشلاتش قاتش ديك ما بيوت ما يديك تي ما يكذب غالي قام بالشخينة غواش ليلينك شيء كيريك مش سودو نتي بال شيء كير ترانسبورت بتاع ترانسبورت اريح كان ديب يشي سنور اتغالي كمولدوش تقدر على شو دير ديسكاش سان دان دلرتا سان مول دلرتا كله تسا Президент Ингушетии мог бы зафиксировать эти границы на любом месте, которым бы он хотел. Для этого ему было две вещи достаточно. А, не принимать чеченских беженцев, и Б, согласиться на войну 99-го года. Ведь тогда Аушева чуть ли не лично Путин уговаривал, там вот была бумага о том, какой плохой Масхадов, ее надо было подписать, и Аушев сказал, я эту бумагу не подпишу, вернулся в Ингушетию, показал эту бумагу, сказал, я ее не подпишу, братский народ. Потом устремились в Ингушетию чеченские беженцы, генералы российские закрыли границу, по приказанию Аушева лично ее открыли. Да, то есть это я к тому, что вот был человек, преданный одновременно России и войнахам, абсолютно благородный, 100% горец и 100% русский офицер. Я говорил и повторяю, если у вас хотите разговаривать, есть политический диалог. С чеченским народом говорите только политическими методами. Танками, самолетами. Мы, ингуши, с той стороны не позволим. И если будете решать оружием, мы станем плечо с нашими братьями. Я вам обещаю, и мы это сделаем, если вдруг кто-то подумает, здесь вооруженным путем решать какую-то проблему. А да, покушал, дела тупого шляпа, дела в барсуде. Все, что на Зране, мы разберемся. На Зране это не беда. Да, главное вон там, оттуда надо войска убрать, эти десантные. Убрать от границы Чечни, потому что там и границы-то никогда не было. Как можно ставить там войска на границе Серноводской и Асиновской, когда вообще нет границы? И вы сейчас их били клиночку между ингушами и чеченцами. А потом сейчас войска уйдут, а мы тут будем разбираться еще одного. Здесь в тылу дошли. Разбираться по границам. Передайте мое заявление, что я осуждаю и протестую против такого решения. Со мной я все-таки тоже тут не бесплатное приложение. Или вы мне тут доверяете в этом районе, Ингушетии? Или вы мне не доверяете? Тогда пусть приезжает тут Ельцин, сам садится и командует в Ингушетии. Говорил сегодня по телефону, с Рудским говорил. С ним говорили депутаты России, вот, которые находятся. Евтушенко, Селиванов, все говорили. Ну кому точно нужно сказать? Вот эта политика, разделяя власть на Кавказе, она присутствует и сегодня. Есть любимые народы, есть нелюбимые народы. Из-за того, что геополитика России сегодня на Кавказе такова, что из этого может ставить под танки целый народ, мы с ними согласны. И сегодня Ингушетия хотели разыграть на Северном Кавказе. За счет нас ударить по Чечне, разобраться с Дудаевым. Мы это не позволим. Мы позволяли и не позволим. Идти на брата через наши трупы. Это был день, когда народ Ингушетии был полон эмоций и стремлений идти только вперед. И даже сам Руслан Аушев был переполнен эмоциями.
Thank you.